Выставка «Сохраним каштановые леса Абхазии», организованная проектным офисом ФАО, встретила гостей серией фотографий с раскидистыми тенистыми деревьями, а также кулинарной экспозицией. Дело в том, что каштан издревле является важнейшим деревом в культуре абхазов. Каштан ценился не только как качественная древесина для производства мебели и строительства домов, но и как продукт питания. Каштан вообще во всем мире считался вторым хлебом. Делали хлеб, делали пироги, делали все возможное, что делать. Наши ели мамалыгу из каштана, разные блюда. Вот вы удостоверитесь, подойдете туда. Это все мы делали сами, каштановую муку и все прочее. Ну, очень много вкусностей, которые, к сожалению, сегодня утрачены. А мы только знаем каштан вареный и жареный. А сколько было всего? Халва, амгял, печенье, ачапа – все, что представлено в экспозиции, приготовлено из каштановой муки. Но эти блюда давно вышли из повседневного обихода. Да и каштан теперь один из самых дорогих сезонных плодов на рынке. Причиной тому – старые грибковые заболевания, медленно, но верно уничтожающие каштановые леса Абхазии, и новый вредитель, пожирающий плоды каштана. На сегодняшний день практически все каштанники Абхазии поражены грибковыми болезнями. Кроме того, на протяжении последних 5 лет активно происходит расселение инвазивного насекомого восточная каштановая орехотворка. И вместе эти два фактора могут кардинальным образом изменить состояние наших лесов, потому что грибковые болезни ослабляют деревья, такие деревья, срок их жизни сокращается, а вредитель каштановая орехотворка наносит вред для произрастания плодов, образования плодов каштана. Если не будет образования плодов, не будет возобновления каштановых лесов, и они будут обречены на полное исчезновение. Проектный офис ФАО в Абхазии уже несколько лет занимается спасением и сохранением каштановых деревьев. Их усилия направлены на мониторинг, изучение ситуации, распространение информации о болезнях каштана и способах борьбы с ними, а также на производство саженцев, более устойчивых к болезням. Активности ФАО, которые предпринимаются в вопросах защиты редких, исчезающих, эндемичных растений, они чаще всего сфокусированы на таких направлениях, как мониторинг, для того, чтобы полностью оценивать ситуацию с распространением того или иного вредителя. Кроме того, несколько лет назад мы полностью оснастили лабораторию в Институте экологии, который занимается изучением грибковых болезней деревьев. Сотрудники института на регулярной основе осуществляют мониторинговые выезды, собирают анализы, проводят манипуляции, связанные с изучением гиповирулентных штаммов. Это специальные штаммы, которые позволяют снизить негативное воздействие крифонектрии. Кроме того, у нас создан был питомник на базе Абнилос в Очамчире. Изначально он был сфокусирован на выращивании самшита, который тоже пострадал в результате нашествия инвазивных видов. Но сейчас в его активностях добавлен еще и каштан, и мы производим на ежегодной основе саженцы каштана, которые стараемся распространить среди пчеловодов, потому что, на наш взгляд, это та целевая группа, которая будет заинтересована в сохранении этого вида деревьев, которые могут их высаживать на своих участках для сохранения и поддержания той роли каштана, которая у него была. В рамках выставки на ГУМе с докладами о состоянии каштановых лесов, о ценности каштана для экосистемы и культуры Абхазии выступили приглашенные эксперты. Среди них ученые-биологи, ботаники, этнографы и многие другие. Надежда Боровикова, Сосрыква Глуха, Абаза ТВ.